Закончить поединок досрочно стремятся оба юных грэпплера. Правда, удача с каждым разом оказывается на стороне Саида Баркинхоева. Его оппонент, пытаясь проделать болевой, тратит много сил, чем и пользуется Саид. В итоге на счету 13-летнего борца из Сунжи 2 победы на сегодня. И, по всей видимости, проход в ноги – его коронный прием. Первый дат удиш сколько лет прохода чуть хават гас мостерс да чаурс потом проход намаут ахришся удиш через кликаешь это бросить и засмачиваешь تبي أزداد وقاعد بلي وحلات حواتي جموت حلات ندرس واش تدي أنزرها بلي وحلات حلات ورس إنه تها فدرة مش توكلها تيجي برخو داتشيان حلات أشتيخة потом намаут أشتيخين حلاتي. Здесь, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, с самого утра собрались около 200 юниоров со всей республики, которые состязаются за право отобраться на предстоящий турнир СКФО. Первенство по грэпплингу среди юниоров в самом разгаре. Поединки проходят молниеносно и оживленно. Грэпплинг зачастую называют умной разновидностью единоборств, потому как здесь решающее значение имеет не грубая сила, а технические навыки спортсмена. Ведь победить можно и лежа на лопатках, используя всевозможный арсенал болевых и удушающих приемов, так называемых рычагов, узлов и ущемлений, то есть давление на сустав оппонента. Ибрагим Бехоев, воспитанник местной спортшколы, за год тренировок познал хоть и не все тонкости грэпплера, но признался, что старается. Пока что для побед ему хватает и накопленных навыков. Это лишь первый день первенства Республики Ингушетия. Уже в воскресенье на борцовских матах будут состязаться старшие группы. Организован турнир благодаря поддержке спонсоров. Очень хорошие пацаны выступают, там дети 12-13 лет, 14-15 лет. Не ожидал, честно говоря, что такой уровень будет. В организации турнира нам помог начальник управления по физической культуре и спорту Дауд Хашигульгов, директор ФОК-чемпион Яндри Илес Чесыгов. Минспорта тоже оказали содействие. Президент Федерации спортивной борьбы Руслан Белхароев и, конечно же, наш спонсор, который хорошие подарки учредил победителям. Это Галаев Альберт, директор фирмы «Транссервис». Спортивные состязания выявляют не только победителей и проигравших, но и весь скрытый в атлете боевой потенциал. Это прежде всего опыт, огромная возможность улучшить свои бойцовские навыки и стать лучше на следующих турнирах. Амина Бокова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.